Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные турецкие гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки под видео, за ваши хорошие добрые комментарии и за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. О чем тоскует его сердце? Его тайные переживания о вас. Мои дорогие, если вам эта тема интересна, посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, вспомните его глаза, его голос, его улыбку. Закройте глаза, несколько раз позовите его по имени. Вы должны почувствовать, что он рядом. Мысленно, либо вслух задайте ему такой вопрос. Мой милый дорогой, о чем тоскует твое сердце? Какие тайные переживания у тебя есть относительно меня? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте же посмотрим, о чем тоскует его сердце. Какие тайные переживания у мужчины есть относительно вас? Ого, так. Слушайте, ну очень нежно, очень красиво. Ваш мужчина, он в душе романтик и поэт. Вы должны это знать. У него есть скрытые таланты. Может быть, он не умеет говорить, может, он не умеет играть на публику, но то, что у него есть в сердце, то, что у него есть на душе, поверьте, это просто какой-то бесценный дар. Это нечто прекрасное и нечто, не знаю, неповторимое. Мужчина очень нежный. Здесь у него крылья бабочки. Крылья бабочки — это легкость, это счастье, это, не знаю, это полет фантазии, это те самые бабочки, которые порхают в животе от любви. Знаете, вы его вдохновляете, вы его заряжаете, вы даете ему все. Мало того, кто смотрит мои отсыпочки, знает, что есть такой знак. У меня была отсыпка на белом песке, очень удачливая отсыпка. Я считаю, что она несет удачу, очень мощная. Я специально ее не подписывала. Вот я знаю, там некоторые ради хайпа пишут там, что все сбудется, все случится. Вот. И я решила оставить на волю судьбы. И кто найдет эту отсыпочку, тот получит ту удачу, которую она в себе несет. Здесь, как в той отсыпке, есть знак шапки халифа. Знак султана, мои дорогие. Вы для этого человека султан его сердца. Понимаете? Самый важный, самый главный человек. Мало того, что вы любовь всей жизни, так вы еще и счастье и удача всей его жизни. Вы его все. Вы его небо, вы его земля, вы его солнце, вы его луна. Вы та, кто дарит ему жизнь. Вы та, кто дарит ему счастье. Вы та, кто наполняет его жизненной энергией. Без вас он зачахнет. Если бы вас не было в его жизни, он бы уже, наверное, давно бы где-нибудь взгрустнул, закрылся в себе, ушел бы в какую-то глубокую депрессию. Жизнь бы была его там безрадостная, закрытая, несчастная и одинокая. Вот что, мои дорогие, вы даете ему счастье, вы даете ему надежду, вы даете ему самые прекрасные ощущения. А вместе с тем есть и болезненные ощущения. Знаете, что ему кажется? Ему кажется, что он вас недостоин, что вы достойны принца на белом коне, а он так, знаете, мальчик на побегушках, паш максимум. Когда вы рядом, он видит все свои недостатки, и он очень сильно боится, что и вы увидите все его недостатки, что вы в нем разочаруетесь. Иногда этому мужчине с вами вместе проще промолчать, а иногда, я открою вам тайну, он может специально провоцировать споры и ссоры, чтобы вы, мои дорогие девочки, не смогли увидеть его суть, не смогли увидеть его недостатки, его какие-то острые углы,
и его шероховатости. Здесь мужчина играет. Играет не потому, что он игрок по жизни, не потому, что он двуликий, либо с двойным дном, а потому, что это его жизненная необходимость. Знаете, вот как ящерица, он камуфлируется, да, камуфляж у него такой. Он подстраивается под обстоятельства и под ситуацию. Он не желает, чтобы вы раскрыли все его тайны и секреты. Мужчина слабенький на самом деле. Вот в плане душевности, в плане чувств и эмоций он гораздо мягче и романтичнее, чем вы. Уж простите, извините, если кого-то обижу, но я вижу это именно так. Вы представляете, вот этот знак, знак султана, вот он вышел, видите, знак султана. Это же просто, я не знаю, там, знак божества, да, самый главный человек в империи, султан. Понимаете, вы его султан. И он не иначе, как так, к вам не обращается. Но я как бы говорю в турецкой системе значений, да, то есть вы для него, я не знаю, там богиня, не знаю, там прекрасная там звезда, да, лучшая из лучших в этом мире. То есть как бы он вас наделяет другими словами называет, да, и, возможно, там всеми прекрасными и невозможными качествами. То есть вот это высший знак отличия. Вот что происходит. Ни до, ни сейчас, ни после, никогда не будет таких уникальных женщин в его жизни. Никогда. Он это знает. Он боится вас потерять, но в то же время боится быть вами отвергнут. Он иногда думает, а что будет для меня хуже, что для меня больнее, если она меня отвергнет, либо если она просто, скажем так, во мне разочаруется. Да, поймет, какой я там простачок, да, что я там не дотягиваю, вообще не дотягиваю. Да, у нас не расстояние, там, не знаю, 100 шагов. Понимаете, вот такой момент. Ему очень страшно, он переживает. Знаете, я по этому песку, честно, я здесь мало вас вижу, но я вижу почему-то, что вы его побаиваетесь, да, вы побаиваетесь каких-то его реакций, вы где-то вот процентов, не знаю, там 65 максимум показываете того, что у вас есть и по чувствам, и по отношениям. И с вашей стороны иногда идет холод к нему. Холод, и он этот холод оценивает так, что я не нравлюсь, я не нужен, и я там, я не знаю, там на испытательном сроке, да, сколько бы вы вместе не были, испытательный срок. Если вы жена этого мужчины, это просто кошмар. Для него это кошмар в плане того, что он молится на вас, и в то же время он боится, что вот-вот вы его пошлете куда подальше. А у вас, я так понимаю, уже накипело, потому что его странное поведение, порой идиотское, вот извините за слово, но я так вижу, да, потому что человек, вот он как змея, да, которая сама себя жалит, кусает, сам себя кусает. Ну-ка скажите, кто будет так делать? Да, обезумевший скорпион, ну кто он? Кстати, мужчина может быть скорпионом по знаку зодиака. Вот он это делает, да, вместо того, чтобы расслабиться, получать удовольствие, не знаю, расслабить вас, удовлетворить вас во всех смыслах этого слова, да. Нет, мужчина вот как маленький мальчик. Вот, кстати, не важно, сколько ему лет, он незрелая личность и ведет себя как маленький мальчик в прямом смысле слова. Он может зажиматься, он может закрываться, он может там что-то себе там надумывать. И все, понимаете, просто все. Вот вы два человека, вы соединены одним вот таким треугольником. Ну, не треугольник в плане треугольника. Кстати, у кого-то может быть треугольник, но очень мало. Тут больше именно идет об отношениях, о чувствах, о любви. То есть вы соединены с ним, у вас общие дороги, у вас общая звезда над вами горит и общий путь. Но когда вы проходите дальше, получается, что существует женщина, не знаю, центр этой вселенной, а мужчина, он какой-то, не знаю, там на последнем месте, да, на последней ступеньке, и он, знаете, как, боится зайти в этот дом. Он боится зайти в дом, боится там присесть за стол, боится просто заговорить. А мужчина иногда может, либо он уходит в себя, либо он уходит к друзьям, либо он где-нибудь там чем-то добирается каким-нибудь допингом, либо может вплоть до того, что сторонние общения могут быть, да. То есть он как будто бы тренируется с какой-то другой женщиной, да. Ну там я не вижу измен, я не вижу отношений. Возможно, есть какая-то переписка, понимаете, переписка, потому что тут глаза есть, нету больше ничего, кроме глаз. То есть, возможно, они там переписываются, общаются, он как будто бы тренируется, оттачивает свое какое-то, не знаю,
донжуанство, да, какое-то свое мастерство в обращении с женщиной. Вот этот момент есть. Ну, это, конечно, странно и глупо, но так, так вот песочек мне показал. Да, мужчины, они вообще загадочные существа. Сколько вот век живи, век учись, да. Не понять, вот просто не понять человеку, что можно просто обсудить все, что вы живая женщина, которая выбрала его, которая хочет быть с ним, вы женщина из плоти и крови, то есть не нужно наделять вас какими-то там невероятными свойствами, не нужно вас там возводить на пьедестал, вас нужно любить, вас нужно уважать, к вам нужно относиться с добротой, с лаской, с чувственностью, вот это нужно, не доходит. Ему проще отдалиться, ему проще отойти, в себе попереживать. Вы знаете, ему снятся ужасные кошмары. Ему снятся кошмары, что вы с другим, что вы его выгоняете, что вы ушли, что вас нету. Знаете, ему очень одиноко, очень одиноко. Вот во снах он просто, ну, не знаю, сердце рвется на кусочки, он очень одинокий в своих снах. Вот такая ситуация происходит. Так что, мои дорогие девочки, знаете, что у вас мужчина романтик, но и очень сложный, ранимый, сложный, непонятный. И тут понимаете, как сложно к нему ключик подобрать, потому что как бы вы ни шли к нему навстречу, он всегда будет идти назад. То есть вы шаг вперед, он шаг назад, вы шаг вперед, он шаг назад. То есть это вот какая-то, ну, замкнутый круг, да, бег по замкнутому кругу. То есть догнать его невозможно. Что произойдет? Ну, скорее всего, либо он к вам окончательно привыкнет, потому что вот, ну, как будто бы не привык до конца, да, либо вы действительно его бросите и уйдете к другому. Ну, честно, я не вижу здесь других вариантов, потому что он, видите, вот змея сама себя кусает. Вот такой вот он мужчина. А вы, понимаете, вы тоже с ним, ну, как скажем так, не царствуете, да, потому что вот она, вы лежите в горизонте, вы лежите, вы не стоите на ножках, вы лежите, мало того, я вижу, что, возможно, у кого-то даже подозрение, что мужчина может там где-то там ходить направо-налево, да, и, возможно, даже и оправданные подозрения, но, честно скажу, я не вижу измен, там, скорее всего, просто, ну, вот как я вам сказала, да, переписка какая-то идет. То есть той другой, любой другой, кстати, да, не той другой, а любой другой женщине он может сказать все то, что у него там на душе, на сердце, на то, что накипело. Вам не может. Потому что вас он уважает, вас он боится и, ну, считает, что недостоин он того, чтобы вам, ну, как бы говорить там, не знаю, там о сексе, об интиме. То есть какие-то такие вещи для него важные и нужные, но он почему-то с вами их боится обсуждать. Знаете, почему-то кажется, что вы вот именно в этом плане очень холодная. Его это немножечко, с одной стороны, расстраивает, потому что у него там фантазия в вашу сторону прям бурлит, а с другой стороны радует, потому что, а вдруг вот она такая холодненькая, да, и другой мужчина не сможет ее там возбудить настолько, что она там к нему переметнется. Да, мужчина, конечно, тут артист сложный, очень сложный. Вот, вы, мои девочки, наберитесь терпения, понимайте, что пройдет здесь, сейчас скажу, 4-6 периодов времени, там 4-6 там, недель, месяцев, и у вас просто, я не знаю, мужчина то ли прибухнет где-то, в каком-то он таком измененном сознании будет, и у вас будет такой разговор, такие вещи вы узнаете, что вот задумаетесь, что делать дальше, оставаться либо уходить. Да, вот такая ситуация будет. Это не будет какой-то скандал, это будет разговор по душам, понимаете, разговор по душам, который практически все расставит по своим местам. Вот. То, что говорю я, это одно, а если эти же слова скажет вам мужчина, как-то совершенно по-другому отыграется у вас в голове. Так что, мои дорогие, знайте, что время придет еще, и пока в ваших отношениях, ну, точку ставить я бы не советовала. Еще побудьте вместе, присмотритесь, а дальше будет видно. Ой, на этом мое гадание закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.